Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Новый маршрут. Рейс Грозный-Саратов очень с семьей детей, очень удобно. В столичном аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова открылся рейс Грозный-Саратов. Подробнее в нашем эфире. Комфортное обучение. В школе нам всем очень нравится, тут просторные кабинеты и созданы все условия для доступной познавательной учебы. В регионе полностью ликвидирована трехсменка в школах. О том, как удалось добиться такого результата, расскажем в этом выпуске. Импортозамещение. С января месяца 2023 года уже должны собрать с АБС. Завод «Чечен-Авто» успешно справляется с заменой недостающих комплектующих, благодаря чему работа не прекращается, а наоборот расширяется. В столичном аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова открылся новый рейс Грозный-Саратов. Стартовал он еще 5 января. Перелеты осуществляются 2 раза в неделю. Теперь пассажиры могут добираться до города без пересадок. Подробнее расскажет Адам Магомедов. Рейсы Грозный-Саратов начали выполняться с 5 января 2 раза в неделю, в четверг и в воскресенье в вечернее время. Однако их количество может увеличиться при условии повышения пассажиропотока. На данный момент заполняемость самолета составляет до 30 человек, поэтому и необходимости в этом нет. Прямой рейс Грозный-Саратов осуществляется казанской авиакомпанией ЮВТ Аэро. Используются самолеты с пассажировмещаемостью в 50 человек. Поток постепенно увеличивается. Стоимость билетов составляет от 4 до 7 тысяч рублей в зависимости от времени приобретения. Подобные рейсы помогают расширить географию полетов Грозненского аэропорта, что делает его более привлекательным для туристов. Пассажиры довольны, поскольку теперь у них есть возможность добраться до города без перелетов и со всеми удобствами. Очень удобно, билеты доступны. Рейс Грозный-Саратов очень с семьей детей, очень удобно. Время полета 2 часа. Благодаря расширению географии полетов, высокому качеству и комфортным условиям, которые создает Грозненский аэропорт, в его клиентскую базу входят жители со всего Северного Кавказа. Выбор большой. Направлений тоже много практически, поэтому большая часть пассажиров с Ингушетии, с Кабарды, с Хасавюртовского района, Дагестан переходят сюда уже. Министерством транспорта и связи региона прорабатываются и другие дополнительные маршруты, поскольку есть немало обращений от чеченских диаспор из разных городов России. У нас проработки маршрут на Самару, Челябинск и Тюмень. Нами прорабатываются вопросы с авиакомпаниями и с местными администрациями. Помимо этого, на данный момент идет строительство аэровокзального комплекса класса «Б», который позволит создать около 800 рабочих мест, а также обеспечить доступ к основным туристическим направлениям на юге России. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Для сохранения и популяризации родной речи по поручению главы субъекта Рамзана Кадырова 2023 в регионе объявлен годом чеченского языка. В этом направлении ведется большая работа, запланировано много мероприятий. Одно из них прошло в Грозном. Министр образования и науки Хошбау Дидаев провел инспекцию по городу, проверяя названия различных заведений. Подробнее расскажет Адам Сулейманов. Народ как нация существует до тех пор, пока сохраняет свой язык и культуру. Эти слова первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, как никогда ясно отображают суть сегодняшней ситуации. Это мнение, безусловно, разделяет и министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев, который лично проводит проверки на наличие орфографических ошибок в названиях заведений, написанных на родном языке. شارقة بأخويا نجحسنا نخشي مت حياز وش صعالم بلح لتحد وش ضلحة نيس اشتهر إلك بلهار أزمو يازج نيس خردرتي لنقشين خوش دا تعشى خار قيتم تعتر بات مسيري ومنستيرست أبرزوان ديش علم المنستيرست حالش عن يا تلفون توقش عن وآلا إردو نيستك داحي خردو غود إردو مسوا ورا بيربو دلا حرم شوي نيست ديج دير دات.
По указу главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Кадырова 2023 был объявлен годом чеченского языка, и в рамках этого в Грозном проводятся необычные рейды. Министр лично указал владельцам на ошибки, рекомендовав немедленно исправить опечатки. В противном случае будут приняты соответствующие меры. Тем более образовательная школа, как ты можешь такое? Неправильно? Хошбау Дидаев призвал жителей уделить внимание данной проблеме, сообщив, что такие проверки будут проходить в течение всего года в целях популяризации грамотности среди населения. Сохранение и развитие чеченского языка является приоритетной задачей на сегодняшний день, поскольку он является средством приобщения молодого поколения к духовно-нравственным ценностям и традиционной культуре нашего народа. В связи с этим данные рейды имеют особую значимость. Адам Сулейманов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Газета «Даймок» совместно с Министерством региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации запустила литературный флешмоб «Мой мир. Чечня». Проходит он в рамках объявленного года чеченского языка. Для участия необходимо записать видео с зачиткой любимого стихотворения или отрывка произведения на чеченском языке, опубликовать данное видео на своих аккаунтах в социальных сетях и отметить страницу издания. Вместе с тем необходимо использовать хэштег «Садюне нох чече». Цель акции – популяризация родной речи. В регионе полностью ликвидировано трехсменное обучение в школах. Об этом сообщило Министерство образования и науки Чеченской Республики. Все это благодаря возведению новых современных школ в рамках реализации национального проекта образования. Обо всем по порядку. Рамзан Абоев. Маленькие переполненные классы, тесные аудитории, коридор, переделанные под кабинеты. Все это являлось до недавнего времени реальностью Дубаюртовской средней школы. Построенная в 1970 году, в ней обучались более 1000 учеников при вместительности 320, пока в прошлом году не построили новые образовательные учреждения. При пересечении двух прямых у нас образуются углы с разными названиями. В начале учебного года в рамках национального проекта образования открыли новую школу, рассчитанную на 720 мест. В ней предусмотрены все необходимые условия, от предметных кабинетов и пищеблока до актового и спортивного залов. Также обеспечена безбарьерная среда для маломобильных групп. Созданы прекрасные условия как для учебы, так и для проведения факультативных занятий. Это стало настоящим подарком, в том числе и для педагогического коллектива. В старой школе работать было очень трудно в связи с тем, что не было условий. Учеников в классе было около 40. Поэтому с тех пор, как нам открыли эту школу, работать стало легче, так как накопляемость в классе у нас уменьшилась. В этой школе созданы все условия, нужные нам методические материалы, лабораторные кабинеты, интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, то есть все, чтобы нам было легче работать в школе и чтобы ученикам тоже было интересно. Односменное обучение помогает лучше усваивать учебный материал, полноценно посещать внеурочные секции и кружки. И что немаловажно для ребят, сейчас они могут уделять время досугу и более продуктивнее проводить его. В школе нам всем очень нравится, тут просторные кабинеты. И созданы все условия для доступной познавательной учебы. Обучение в третью смену являлось проблемой не только для самих учеников, но и для взрослых. Ребенок выбивается из привычного режима дня, становится менее активным и непродуктивным. Ко всему этому родителям приходилось беспокоиться за детей, которые были вынуждены в сумерках возвращаться домой. Наши дети учились в 3 смены, так как была только одна школа. Это была большая проблема для нас. Почему? Потому что ребенок возвращается поздно домой. А теперь у нас в селе новая школа, дети учатся в 1 смену. Родители бы, так же как и я, хотели бы выразить благодарность за нашу школу.
42 учебных кабинета, все они укомплектованы в соответствии с требованиями федерального стандарта, но плюсов новой школы немало. Гордостью школы являются 2 больших спортивных зала, укомплектованные необходимым оборудованием и инвентарем. Они необходимы для реализации федеральных государственных образовательных стандартов по физической культуре и соответствуют правилам безопасности занятий в урочное и внеурочное время. В зале имеется площадка для игр в баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, а также маты для гимнастики. В регионе активно строятся школы, благодаря чему проблема трехсменки в 2022 году исчерпана полностью. Еще совсем недавно, 3 года назад, в таком режиме обучались порядка 10 тысяч учеников. Решить проблему помогла в том числе и оптимизация путем перераспределения детей в другие учреждения. Если брать в общем, брать период за последние 5 лет, мы построили огромное количество школ. Скажем, 3 года назад, в 2020 году, мы построили 4 школы. Это немного. В 2021 было сдано в эксплуатацию 24 школы. И в прошлом году мы сдали в эксплуатацию 28 школ. В стадии строительства сегодня находится 25 школ по линии Министерства образования и 9 школ по линии МЖКХ. И цель, конечно, у нас при возможности переводить школу в односменный режим. Это повысить эффективность образовательного процесса. Образование выполняет важную функцию формирования будущего, кадрового и научного потенциала. Поэтому для любой страны его качество является одним из наиболее важных и приоритетных направлений. Рамзан Абуев, Аслан Ахматов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Региональное предприятие «Чечен-Авто» активными темпами продолжает свою работу. Завод успешно справляется с заменой недостающих комплектующих, благодаря чему производится большое количество машин. О процессе расскажем в следующем материале. Региональное автомобилестроительное предприятие «Чечен-Авто» с повышением объема работ благодаря руководству республики улучшило свою эффективность. Всего за один день производится 30 автомобилей, за год 5000, а с 2023-го это число увеличится до 7. Начинается все с мойки. Кузов автомобиля полностью очищает от всей грязи, которая была накоплена во время перевозки. Тут же устанавливают передние стойки, прочие запчасти, а также все необходимые технические коммуникации. На второй линии идет установка внутреннего салона, вот таких вот стекол, электроники и подвески. Уже в конце процесса сборки идет проверка тормозной системы. Это передние и задние колеса, регулировка фар и, конечно же, активация системы вызова помощи при аварийных ситуациях «Эроглонасс». Вот и все, автомобиль готов. Дальше его отправляют в дилерский центр для продажи. С введением новых санкций поначалу возникли проблемы с комплектующими, без которых сборка была невозможна. Однако компании удалось заменить почти все и без потери качества. Не хватало антиблокировочной системы, тормозов, электроусилителей. Ну, все наладилось, кроме АБС. Но АБС тоже АвтоВАЗ решает. С января месяца 2023 года уже должны собрать с АБС. В то же время, в связи с санкциями, некоторые зарубежные автомобильные компании закрылись, что повысило спрос на отечественные на 30-40%. Чтобы отвечать ему, появились и дополнительные рабочие места. Одним из новых работников стал 19-летний Хазбулат Мазазаев. Он здесь только 4 месяца. За время стажировки научился сборке и теперь ответственно выполняет свои задачи. Рулевой палечи, рули и под кузовом глушители. Первый стажировочный. Нормально, Баба, Амадир. Компания постепенно расширяется и подписывает новые партнерские соглашения, дабы им поставляли запчасти для производства разных видов транспорта. Адам Магомедов, Шейх Мансур Малатов, Харан Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Работники станции скорой помощи вместе с сотрудниками МЧС спасли упавшую в глубокий подвал женщину. Инцидент произошел с 35-летней жительницей Ахматовского района Грозного. Упав, она не сумела выбраться самостоятельно. Сразу после того, как сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера, Главное управление МЧС России по Чеченской Республике, была начата операция по спасению. На месте медики оказали ей первую помощь, после чего пожарные извлекли пострадавшую с помощью спасательных приспособлений. На данный момент ее жизни ничего не грозит. Сыра
На под диспетчерские сообщения нервные, подвальное помещение, чадо он задается, где он выезжать делал. Сразу в момент поступления сообщения оперативно выехать и сразу он спасательное оборудование, веревок, носилок, шумшаяться, сихесты, зуды, чурхалях, он урсауштюра, носилок штейлина, ларья, что он сразу халаякен, люр штайла, что-то дехкерто. Ежедневно в телефонном режиме все ладуочту, в состоянии аушту. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.